Обращение к крымско-татарскому народу в связи с 81-й годовщиной геноцида и насильственного выселения. Братья и сестры, крымские татары, от имени правительства Чеченской Республики Ичкерия и от всего чеченского народа выражаем вам наши самые искренние слова братской солидарности, скорби и поддержки в этот скорбный день, 18 мая, День памяти жертв депортации 1944 года. 81 год назад ваш народ подвергся бесчеловечной трагедии, организованной тем же самым врагом, с которым и сегодня мы продолжаем бороться, с российским империализмом. Советская власть вырвала вас с родной земли, бросила в степи, в голод и холод, пытаясь стереть саму память о крымско-татарском народе. Мы, чеченцы, знаем эту боль, потому что прошли через те же ужасы депортации, геноцида, войны, оккупации. Наши судьбы сплетены нитями крови и борьбы за свободу, за честь, за священное право быть хозяевами своей земли. Мы братья, объединенные общей болью, общей отвагой и несокрушимой волей к сопротивлению. Сегодня, когда Крым вновь находится под оккупацией России, как и наша Ичкерия, мы говорим вам: мы рядом, мы вместе, плечом к плечу, мы разделяем вашу скорбь и разделим вашу победу, потому что победа будет наша, общая, народов, не сломленных сталинскими поездами, путинскими танками и кремлевской ложью. С каждым годом все больше людей в мире узнают правду о наших народах, о нашей борьбе, и все больше наших сынов и дочерей поднимаются на защиту правды, на защиту свободы, на защиту друг друга. Вечная память жертвам депортации, вечная слава крымско-татарскому народу, народу, который не покорился и не исчез. Да укрепит Всевышний ваше терпение и нашу общую решимость. С братской любовью и уважением премьер-министр правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев.